Добрый день, дорогие подписчики! Сегодня мы разбираем с вами карту «Отшельник». 9-й старший аркан Таро Безумной Луны. Сюжет по данной карте. Отверженный лунного королевства, полный отчаяния, сжался на каменном полу, прикрывая голову и лицо руками. Он весь обращен в крик, которому внимает лишь холодная далекая луна. Стесняясь себя и своего непропорционального большого тела, он пытается спрятаться, съежившись, обхватывает голову руками. Его окружает серый мир, серые стены, серые дома. Отшельника пугает даже собственная тень. Рядом лежит мертвая гнилая рыба с пустыми глазницами. Она странным образом повторяет позу отшельника. На его теле проступили трупные пятна. Подобно рыбе, гибнущей без воды, душа отверженного погибает от одиночества. На заднем плане виднеется мрачное здание психбольницы с решетками на окнах. Очень скоро и он может там оказаться. Основное толкование данной карты. Отшельник – это отверженный, не нашедший в этом мире тепла и близости. Его нагота символизирует полную беззащитность, неумение адаптироваться. Отверженный не решается прямо говорить о своем одиночестве, пытаясь привлечь внимание деталями, красными ногтями и помадой. Его тонкие длинные пальцы говорят о чувствительности и ранимости. Человек сам посадил себя в каменный мешок и загоняет в угол мрачными мыслями, доводя до безумия. Он боится даже своей тени. Ситуация по данной карте. Это ситуация тотальной изоляции, когда хочется выйти на Луну. Сложность в том, что с одной стороны человек кричит именно в таком месте, где его некому услышать. Ему не хватает решимости выйти во внешний мир. С другой стороны, 9-й аркан говорит также о крайнем физическом и умственном перенапряжении, когда человек хочет, чтобы его просто оставили в покое. Характеристика личности по данной карте. Одиночка по неволе, вечный аутсайдер, которого не брали в уличную компанию, обижали в школе, и потому во взрослой жизни он сторонится общения, хотя втайне очень сильно в нем нуждается. Часто обладает отталкивающей внешностью. Этот серый человек во всех смыслах носит серые вещи, у него скучные мысли, грустное настроение, но он настолько несуразен, что все равно обращает на себя внимание. Отшельник уверен, что хорошее происходит только с другими людьми, но не с ним. Отношения и секс по данной карте. Отношений нет. Человек настолько устал от одиночества, что готов связаться с любым, кто окажется рядом. И как герой карты смотреть сквозь пальцы на недостатки партнера. Основная мотивация отношений, если они все же есть, страх остаться одному. Партнер нужен, чтобы заполнить пустоту в душе, но эта бездонная дыра еще сильнее отпугивает возможных претендентов. Отсутствие попыток завязать какие-то отношения из-за неуверенности в себе и страха отказа. Самоудовлетворение, просмотр порнографии. Работа и финансы по данной карте. Вы остались наедине с непосильной, как вам кажется, задачей, но боитесь сказать начальству или партнеру, что не справляетесь. Это безвыходная ситуация, пока вы не решитесь честно попросить о помощи. Профессия, не требующая контакта с людьми, например, программирование либо дистанционная работа. Крайняя ограниченность в средствах, нужда. Жизнь на сбережение, отсутствие финансовой помощи. Девиация или нестандартное поведение по данной карте. Принудительная изоляция, тюрьма, психбольница. Панические атаки, страх выйти из дома, аутизм.
невозможность принять свое тело. Карта дня. На карте растущая луна, хоть она и очень далека от героя. Если отшельник выпал вам в этой фазе, отчаяние скрашено, пусть очень слабой, но надеждой, и ваш молчаливый крик о помощи направлен вовне и имеет шанс быть услышанным. На убывающей же луне отчаяние безмерно, сил сделать шаг навстречу миру нет, а крик направлен внутрь себя и превращается в самообвинение. Совет карты. Не молчать, а обратиться к близким, выговориться.